В Узбекистане страховку машину мы сделали на год на год на 1500 рублей российскими, да. На год 1500 рублей. Ребята, смотрите, как знак установили, суки. Вот за знаком сразу вот стоит треножка. Он без меня. Вообще ужас. Пока стоим в очереди, дети развлекаются. В очереди уже с ума сходим. Уже нечего делать. 5 часов на одном месте. Сейчас метров 3 поедем и все, опять будем менять. Возьмите чуть-чуть вперед, Амадю. Страховка машины в территории Казахстана. Если на 15 дней возьмете, всего 1000 рублей российскими деньгами получается. Вот. Ну, я туда-обратно взял на август, 1000 рублей. В общем, сейчас мы будем ехать по территории Казахстана, он очень длинный, но здесь с гаишником надо быть осторожным. Если вы нарушаете, перевесли скорость, на радар вы попали и вас остановили, не бойтесь. Казахстанские гаишники, сначала они, конечно, будут вам грузить, там штраф у них большой, сейчас машину будут закрывать. Если, не дай бог, вы свою слабину покажете, они будут вас прессовать и будут большую сумму у вас требовать. Пошутите с ними, поздоровайтесь. 200 рублей, все. Как только у вас нарушение, сразу 200 рублей. Не знаю, с правами вместе отнесите, отдайте сразу на руку. Или просто поздоровайтесь, на руках 200 рублей. Все, вас отпустят. Всем привет. Мы сегодня все вещи собрали, сели на машину с семьей, с детьми. Едем домой. В общем, путь домой. Наш маршрут Москва, Московская область, дальше до Оренбурга и потом в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В общем, мы расскажем, как доехать без всяких потерь, можно сказать, денежных, чтобы сэкономить и не попасть радаром казахстанских гаишников. Там самые наглые казахстанские гаишники, в общем. Смотрите видео до конца. Я уверен, что все будет интересно. И не забывайте подписаться на нашем канале и ставить лайк. Лайк — это ваша благодарность за наш труд. Пока едем по МКАДу, вот, Московская кольцевая дорога. А дальше, будем следить за дорогой. Пока не такой же важный. Самое главное на дороге — соблюдайте скоростной режим. Очень много стоят камер, которые в некоторых местах даже нигде нету фото, что ведется фотофиксация, поэтому попадет и постоянно будут и штрафы выплачивать. Поэтому надо скоростной режим соблюдать. Полезно для вашего безопасности и для вашего кармана. Деньги сэкономите. Поэтому скоростной режим обязательно соблюдайте. Треножки полно везде стоят. Этой камеры везде полно. Сейчас просто каждый раз, как встречаем, я не успеваю его видео снимать. Вот как только следующий будет, я вам его обязательно покажу. До Челябинска 200 километров. В общем, до границы Казахстана 1577 километров остался. Искандер, как дела? Не устал? Спать хочет. Вот Ахмадер спит. 5 часов утра. Выехали. 4, да? 52. 5 почти. Погода супер, чудесная погода. Коломенский район. Погода холодная.
нет, не холодно. С утра просто прохладно. Сабрина, на самом деле, погода очень хорошая. В общем, Республика Мордовия заканчивается, один субъект. Республика Мордовия. Теперь заезжаем в Пензенскую область. Вот. Тут еще, оказывается, такая штучка интересная. Просто мы остановились, так руку помыть, вот, освежиться. В Пензенской области такая сердечко. Люди замки оставляют, скорее всего, семейной паре или влюбленные, вот замки оставляют, и чтобы их дружба, их любовь была вечной, в общем. Вот такая интересная штучка. Это мы в Пензенскую область заезжаем. Ребята, когда едете, всегда будьте очень бдительны. Этих три камеры на ножках, их полно. Три ножки вот этой камеры, их полно везде. Они так маскированы, что почти их незаметно. В общем, сэкономьте свои деньги, не нарушайте и берегите себя. Это еще безопасно. Пикник готовим. У нас небольшая остановка. Вот. Пообедаем и дальше будем ехать. До границы Казахстана остался 800 километров. Вот у нас такой вкусненький пикник. Улыбнитесь, Искандер. Сабрина. Все, приятного аппетита всем. Спасибо. Сейчас мы доехали до Оренбурга почти. Это 1000, по-моему, 400 километров от Москвы, если не ошибаюсь. Сейчас ужин заказали, поедим и спать. Номер себе сняли, поспим до утра и дальше будем ехать до границы Казахстана и России. Да, Сабрина, устала, нет? Но все равно приключение интересно. И по пути мы видели лису. И крысу. Ну что, скажи что-нибудь. В общем, в комментариях пишите о своих приключениях, вот когда едете путь домой. Пишите в комментариях. Кафе «Встреча» и гостиница. Вот мы ночевали в этой гостинице и кафе. В общем, утром. Скорее всего, здесь уже, по-моему, где-то 9 часов утра. Сейчас едем уже на границу Казахстана. И дальше будем Казахстан показывать. И знаете, в гостиницах ночуйте, если устали, лучше в гостиницах. Придорожных очень дешево. Вот мы хороший номер, 800 рублей всего на семью. Это очень дешево, поэтому берегите себя и только в гостиницах ночуйте, когда долго за рулем. Дети побежали обратно. Да. Между Россией и Казахстаном доехали. Это в Оренбургской области. Но старайтесь в ближайшее время сюда не приезжать. Здесь сезон сейчас. У всех каникулы, и все с детьми, с семьей, все в сторону Казахстана. И дальше едут в Узбекистан. В ту сторону километр пробка. И в сторону границы километр. Я у людей спросил, вот, походил пешочком, говорят, что 5 часов уже здесь стоят, ждут своего очереди, поэтому старайтесь в эту границу не приезжать. Вот, в общем, вот покажи, сколько там. Вот до границы и от границы покажи туда. Хорошо, что я с собой взял коврик, ковер, ну палатку. Как в чайхане буду сидеть и ждать своего очереди. В общем, 5 часов в одном месте, это очень тяжко. Смотрите до конца, сейчас как будем границу пересекать, я вам буду какие-то полезные советы дать, полезные слова рассказать, чтобы в будущем вам сложно не было границу пересекать. Будьте осторожны, вот эти три ножки уже несколько раз я вам говорю, три ножки везде, не попадайтесь на него, скорость не повышайте. Вот. Искандер.
Приехали в территорию Казахстан, только что пересекли границу. И коровы окружили нас. Вон корова, вон. Отсюда. Искандер, молоко хочешь? Вон там много молока. Смотри, смотри, бешеный бежит. Смотри. Лошадь. Вот друг друга. Лошадь! Ни хрена себе их сколько. Ага. Тату с лошадью! Нифига себе. Сзади мужчина едет, офигевает. Вот столько О, коров. мужчина на лошади красивый. Вот он. Иди. Вот мужчина. А если на машину дальше будет? Фу, она как? Пересекли российскую и казахскую границу. Мы сейчас в территории Казахстана находимся, ребята. Класс. В общем, всю вот это как наш очередь, ну как доехали до самого пограничного пункта, что российскую границу, что казахстанскую, всего за 20, ну может быть 25 минут полностью проверку прошли, и уже мы в территории Казахстана. Ни копейки никому не платили, и никто и не требует. В общем, здесь все порядок, быстро все это оформление проходит. Вот этот момент не забудьте. Есть ребята, которые, когда перевесили скорость и на радар попали, вот их загрузили 15 тысяч рублей или 10 тысяч российскими рублями у них взяли. Поэтому вот этот момент запомните. Вот. И у них радар не стоят вот гаишники где-то, а к вам навстречу едет. У них на лобовом прикреплен радар, и вот они навстречу вам едут, и вот так и попадаете на их радар. Если у вас будут вопросы, в комментарии напишите, постараюсь вам ответить. Всем счастливого пути! Привет. Сейчас попробуем. Кормить. Да, попробуем верблюда кормить. О, они идут к нам. О, боже. Если что, на машине бегом все. И дверь закрываете. Ой, Мам, шерсть верблюда. отойдите. Искандер, назад. Шерсть верблюда. Отойди. Он очканул, да? Серьезно, они не взяли яблоко? Нет, они боятся. Смотри, какой большой. Он бессмертный. Дима! Вообще ужас. Искандер! Идем, Искандер. Он нападает, пойдем. Увидел, да? Мам, еще остановишь? Пойдем дальше. Ребята, мы уже второй день. Вчера, получается, после обеда, как заехали в территорию Казахстана, сегодня вот сейчас уже по казахстанскому времени 11 часов дня. Позавтракали, ну завтрак как обед, получается, каурдах, как они говорят, казахи. Каурдах съели, потом гуляш, где-то яичницу. Ну, в общем, еда в Казахстане уже вот второй день мы кушаем в территории Казахстана, она невкусная. Может, это вкусовые качества у нас отличаются, мы привыкли, допустим, в России есть одно, либо мы сами из Таджикистана, вот в Таджикистане другую еду. У нас он отличается, здесь очень невкусная еда. Поэтому постарайтесь запасаться едой. Мне кажется, если доширак возьмет и кипятком она будет... Не то, что невкусная, жирная вся еда, Ну да, слишком жирно и невкусно. Ну, может быть, для казахов это вкусно, но для нас его есть очень трудно, в общем. Вот, насчет еды запасайтесь, с собой берите печенье всякое, семечки берите, если грызть любите. Ну, доширак, вот, если кипятком.
В общем, вот так. Ну, дальше буду вам про верблюдов показывать. Кстати, вот сейчас мы, как увидели, группа верблюдов, стадия верблюдов. Чуть поиграли с ними, но один из них на меня некрасиво посмотрел, я испугался и убежал, в общем. Скандер. А я потом посмеялся. Да. Что папа убежал от верблюдов. Ну ничего, сейчас увидим много верблюдов, еще раз будем за ними гоняться, хорошо? А я потом с тобой. Да. Но он яблоко не съел, я ему дал яблоко, он не съел. А что он ест? Ну, скорее всего, всякие травки находят вот в степях и есть его. А осел ест травку, осел. Да, есть. Ребята, уже мы в Узбекистане. В общем, пересекли границу между Казахстаном и Узбекистаном. Проверка в территории Казахстана примерно минут 30 нас занял. А в Узбекистане чуть дольше, за счет того, что очередь была. Там тщательно все проверяют, там все вежливо, без никаких проблем. Просто все надо через сканер пропустить, свои сумки. Поэтому, когда будете приезжать на машине, вот через Казахстан, Узбекистан и дальше в Киргизию или в Таджикистан, обязательно свои вещи в крупные чемоданы. Просто сделайте 3 чемодана, только крупных. 3 раза сканер пропустили и все. Если мелких вещей много будет, это будет вам очень проблемно. Каждый вот таскать, чтобы сканировать. Вот. И по поводу гаишников Узбекистана, здесь вообще все без проблем. То есть гаишников нету, везде камеры стоят, можете легко проехать и проблем у вас с ними не будет. Вот. Дальше сейчас будем ехать. Это, в общем, водохранилище, электростанция, скорее всего. Это вот Ангрен в горе находится. Здесь очень круто. Там еще покажи, оператор. Это природа супер, такого вы нигде не найдете больше. В общем, дальше будем ехать сейчас границу между Узбекистаном и Таджикистаном. И дальше буду рассказывать, как там все. А, кстати, границу между Таджикистаном и Узбекистаном пересекать будем в сторону Таджикистана, и вам расскажу. Если вопросы будут, в комментариях напишите. Не забудьте ставить лайк. Всем удачи! Смотрите, какой вид. Чище этого воздуха, скорее всего, нигде нету, да, Мадё? Ага.